вознаграждение. Каждая работа должен вознаградить человека. Правильно? Ну, по методу или по словам Давлатова, это пять вознаграждений имеется. Это в своем работе человек должен реализовать себя. Духовные вознаграждения должен получать. Душевные вознаграждения должен получать. Умственные вознаграждения должен получать. И денежные вознаграждения. Вот до этого дня, работой, которой я занимался, я так по себе определил, он мне не дал главные умственные вознаграждения, мне не давал. То дело, чем вы занимаетесь, да? Да. Потому что это дело в кишлаках, там, в саду, откуда там можно получить умственные. А что значит в вашем понимании умственное вознаграждение? Умственное вознаграждение – это я как-то должен отточить свой ум, делая эту работу. Да. Что-то новое должен для себя принимать. Я новое принимал, но оно мне не дает дохода. Много нового брал для себя. Но как хобби, вот так остается, доход мне не дает. Я так думаю, если бы он мне дал умственное вознаграждение, до этого дня я должен был стать другим человеком. А я не стал тем, кем мечтал. Короче, я не реализовал себя. Понятно. Возможно, это потому, что вы для себя не ставили это целью. У вас было просто желание. И вы к этому селекционерству, правильно я понимаю? Вам нравится селекционировать, вам нравится скрещивать, и вы в этом находите удовольствие. Сводоводство, да. Но вы не делали это своим бизнесом, поэтому вы занимались этим от случая к случаю. У вас есть сегодня настроение, вы этим начали заниматься. Но если вы хотите... Отлично. Вот в этом и есть секрет. Если вы хотите стать профессионалом, помните, сегодня наставник сказал, стань профессионалом в одном маленьком деле, но тогда вы параллельно чем-то не занимаетесь. Если вы выбираете садоводство и вам это нравится, вы должны тогда весь фокус, все свои силы, все свое время, все свои ресурсы направить именно туда и стать профессионалом. Есть великие люди-садоводы. Наставник тоже великий, правильно? У него есть плантации и фисташек, у него есть и абрикосы, у него есть то, что они деятельность, связанная с землей. Но это нужно изучать, и этим нужно заниматься, и сделать вот это хобби своим образом жизни. Вы должны этим заниматься и в этом расти. Если вы этим занимаетесь от части к части, один раз в год, то тогда и результат такой. Умственное вознаграждение когда приходит? Когда вы это оттачиваете, вы получаете эти знания, вы применяете, практикуете, у вас приходит понимание, и вы постоянно этим занимаетесь, только тогда будет результат. Фермер, посмотрите, наставник учит нас, учитесь у природы. Посмотрите, что делает фермер. Он практически целый год готовит. Осенью он начинает готовить землю, что-то убирает, да? Землю очищает, собирает остатки урожая. Потом что он делает? Готовится к зиме. Он собирает лучшие семена, возможно, что-то рассаду сажает. Он не сидит, он не ждет прихода весны. Весной он начинает готовить землю. После он сажает, после он удобряет, после он ухаживает, сорняки выдирает и собирает фрукты либо плоды свои последние где-то 2-3 недели в осень, правильно? А потом опять занимается. Если этим заниматься, фермерством, заниматься, постоянно этим заниматься, обязательно будет результат. Станьте профессионалом в малом, чем вы занимаетесь. А чем нужно заниматься, если у вас нет больших денег? То, к чему у вас есть доступ. К чему есть у вас доступ? Возможно, у вас есть сады, возможно, есть сады, это доступ. Вам не нужно покупать землю, вам не нужно ее арендовать. Начинайте с этого. Но у вас фокус быть должен только в этом. Те, у кого есть сады, они богатыми не становились еще, они видят таких. Только потому все правильно. А теперь просто анализируйте, как они эту землю удобряют.
Почему люди, которые берут в аренду, ставят теплицы, они богатеют? Потому что у них есть план. Если у вас план, как свое хобби превратить в бизнес? План. Деньги находят план. Вам нужно сесть и запланировать, что вы хотите в итоге. Наставник нас учит, есть точка А, есть точка Б. Точка А, где ты находишься сегодня. Но ты сегодня должен знать точку Б, куда ты хочешь идти. Если вы не знаете, куда в точку Б идти, это то же самое, как у вас нету карты, куда двигаться. Мы сейчас находимся здесь в пансионате. Нам нужно выехать в Узбекистан, в Ташкент. Но у нас нету карты, мы не знаем, куда двигаться, откуда выходить, в каком направлении двигаться. Карта всегда помогает сократить путь, потери времени, денег, усилий. Правильно? Поэтому вам нужен только план к тому хобби, чем вы занимаетесь. До прихода в САМО я тоже занималась продажами. Я работала в крупной телекоммуникационной компании. И только посетив этот тренинг, за 5 дней я получила формулу от Довлатова. Найди 10 пунктов, то, что ты можешь делать. Из 10 пунктов выбери 5, то, что ты любишь делать. А из этих 5 выбери 1, который ты можешь делать даже бесплатно, и тебе приносит удовольствие. За короткое время ты можешь заработать, и многим людям можешь помочь. Вот он секрет предназначения. Я вам очень желаю, чтобы вы задумались, да. Если человек родился, значит, у Всевышнего есть по поводу этого человека уже намерение. У него есть план. И человек жив до тех пор, пока он это свое предназначение не исполнит до конца. У каждого есть талант. И через этот талант человек помогает и отдает миру. Я вам очень желаю, чтобы вы нашли свой талант. Спасибо. И через этот талант помогали миру. Спасибо.